Всем доброго утра, хорошего настроения. И вот долгожданная пятница. Добрались до конца первой рабочей недели в этом году. Всю неделю с вами были мы, Руслан Ачиров и Вероника Тантосова. Ну а чтобы завершить эту неделю на полном позитиве, мы, как всегда, подготовили для вас интересный выпуск, где расскажем новости из мира животных, научных открытий, а также покажем наши традиционные пятничные рубрики. Это «Полезный завтрак», «Мой питомец», «Даты и события». Ну а в гостях у нас сегодня бывает ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Павлов, который нам расскажет о том, как же прошла научно-практическая конференция «Шаг в будущее», в которой школьники выставляли свои проекты. Удивительные, кстати, проекты. Вот, мне кажется, я вот в школе максимум там кубиком поиграла, ничего научного точно не делала. Также мы, конечно, вручим самым активным нашим телезрителям билеты в кинотеатр «Центральный», чтобы у них появились планы на эти выходные. Еще расскажем много нового, интересного, хорошего. Кстати, напоминаем, что для того, чтобы стать участником и получить возможность сходить в кино, нужно быть подписанным на наш телеграм-канал. QR-код вы видите на экране. Переходите, регистрируйтесь, будьте в курсе всех последних новостей. Ну и, конечно, на позитиве, потому что у нас всегда все самое свежее, интересное, доброе и хорошее. Оставайтесь вместе с нами на Якутия-24 и НВК Саха. Ну а сейчас самое время по традиции узнать, какая же погода за окном. По состоянию на 6 часов утра на западе юге республики небольшой снег, в центре местами морозные туманы. На арктическом побережье порывы ветра 9-14 метров в секунду. В Анабарском и Булунском районах местами порывы 18-23 метра в секунду, поземки и метели. Температура воздуха сегодня днем минус 41, минус 46 градусов. На востоке республики минус 47, минус 52. На западе и юге минус 27, минус 32 градуса. На побережье Арктики ночью 39-44 градуса ниже нуля. На востоке минус 31, минус 36. В 6 часов утра в городе Якутске температура воздуха была минус 44 градуса. Ветер 1 метр в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба. Сегодня активированный день для обучающихся с 1 по 5 классы. Ну, на самом деле потеплело. Это уже радует. Дети, конечно, с 1 по 5 порадовались на дистанционном обучении, но, тем не менее, скоро, думаю, тоже пойдут в школу. Но мы продолжаем, и прямо сейчас последние новости. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. Путин поддержал освобождение многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на жилье. Президент сообщил, что попросит правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Он отметил, что такая возможность есть. Он выразил надежду, что в ближайшее время это решение будет принято. Природный парк Синя расположен в Горном Улусе и занимает 32,3% общей площади Улуса, то есть 1400 гектаров. Парк с его нетронутыми лесами, луговыми полянами с высокой травой, богато животным миром. В парке установлен дифференцированный режим охраны, защиты и использования с учетом местных природных, историко-культурных и социальных особенностей. За прошлый год парк посетили 1736 отдыхающих. Коллектив природного парка «Синя» провела 25 различных мероприятий республиканского и муниципального масштаба, как среди населения, так и школьников. Каждый год работает детский лагерь, ведется постоянная работа над инфраструктурой парка. В прошлом году приказом дирекции было передано участок ЭИМ реки Синяя под ведомство природного парка Синяя. В прошлом году построили летом 2 туристические точки. Это беседки, кострища и туалеты. Чтобы летом туристы, которые сплавляются, останавливались на берегу реки Синяя.
Министерство образования и науки Республики и ресурсный центр «Юные якутяне» проводят творческий конкурс на разработку логотипа Года детства в Якутии. Участникам необходимо создать современный, оригинальный и запоминающийся символ Года детства, который будет использоваться в информационно-рекламной и представительской продукции, в том числе в всех пространствах сети. Заявки будут приниматься до 20 января 2024 года. Подведение итогов и определение победителя конкурса состоится 24 января на январском совещании. Выиграет одна работа, то есть это может быть авторский коллектив, я еще раз говорю, физическое лицо или юридическое лицо, и денежный приз за участие победителю разработки логотипа вручается денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Логотип у нас разрабатывается в целях использования в информационных каналах. В Усалданском Улусе проходит первенство по вольной борьбе среди юношей 2007-2008 года рождения памяти Николая Тарского. По 11 весовым категориям выступили 190 спортсменов из 16 команд. Соревнования судит судья международного класса Петр Соловьев. Также по итогам этого первенства проводятся отбор на соревнования Дальнего Востока. Личное командное первенство на призы Николая Николаева Тарского проходит по 11 категории. Победители и призеры выступят на первенство на Дальнего Востока. Наивысший момент республиканской научной конференции Инике Харды настал. Финальный день. Эмоциональная напряженность растет, ведь впереди объявление победителей. Давайте узнаем, какие исследования и проекты актуальны прямо сейчас. Что самое важное надо знать, прежде чем начать заниматься наукой? Прежде чем заниматься наукой, я думаю, что нужно иметь желание, стремление и свои интересы. Занятие наукой – это всегда долгий, тернистый путь. И многие другие науки тоже требуют английский, но так-то в основе математику. Надо выучить определения, самые основные. Когда будете вникать в одну тему, узконаправленно изучать определения из этой части. Ну и поработать над своей речью. Какой дальнейший путь вашего проекта? Вообще начнем сначала то, что мой проект заключается в разработке эффективного способа образования газовых гидратов. И то есть мы создали опытный образец и хотим в дальнейшем использовать его для того, чтобы опреснять морскую воду, как альтернатива для очищения. Дальше я собираюсь развиваться, участвовать дальше, улучшать свой проект. Наш проект заключается в том, что у нас выездные экспедиции, и мы планируем доезжать до Якутска, до Охотска, по тому же Ямщикскому тракту до Витима, объехать все станции. Также на этих станциях установить по мере возможности столбы ямщицкие. В будущем хочу развить и сделать красивый дизайн. На заключительный день детской научной конференции ребята из разных уголков республики, а также Приморского края и Чукотского автономного округа испытывают атмосферу волнения. Ребята с нетерпением ожидают результаты. А мы приглашаем всех учащихся нашей страны принять участие в этом замечательном интеллектуальном мероприятии. И стать частью научного движения. Во вторник, 9 января, на 28-й республиканской научной конференции конкурсе молодых исследователей «Шаг в будущее» участвовало свыше 1800 школьников. Они представили свои исследования в рамках 42 подсекций, охватывающих 13 научных направлений. В число экспертов конкурса вошли более 350 человек, от ведущих ученых и преподавателей до аспирантов и студентов. Работы победителей и призеров будут рекомендованы для участия во всероссийских конкурсах и конференциях. Мероприятие завершилось минувшим днем, и об итогах этой конференции, о интересных моментах мероприятия мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии. Это ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Павлов, соорганизатор данной конференции. Доброе утро. Доброе Рада утро. вас приветствовать. Василий Кремович, расскажите, пожалуйста, какие самые интересные проекты были? Потому что вот в сюжете мы посмотрели, удивительные вещи говорят дети. Мне удалось посмотреть, очень хорошие были проекты, но вот один проект очень был потрясающим. Это проект Романа Скорика из Нейрунгри. Это знаменитая такая школа у нас появилась, звезда абсолютная, да, так сказать, среди проектных школ. Да. Это школа ИТЛ-24, информационно-технологический лицей номер 24.
Академии имени Евгения Александровича Варшавского. Это в Нерюнгри. И там замечательный директор Жилин Сергей Михайлович, он собрал удивительный коллектив, и просто школа бурлит, и постоянно дает нам невероятные проекты, да, дети с такими интересными идеями выходят. И вот работа как раз Романа Скорика, она меня потрясла, потому что он использовал искусственный интеллект, он создает такие образы, да, так сказать, он создал свою программу, очень интересную, удивительную, с новыми технологиями. Ее, значит, использовала компания Mitchell для того, чтобы создать свой бренд. И потом, когда там число пользователей стало 12 тысяч, он просто продал свою платформу или свой этот продукт за 300 тысяч рублей. Это тоже замечательно, потому что это реальная работа, которая ведет к практическим результатам. Кстати, вот День защиты у него был день рождения, 11 класс. Я думаю, что это парень с такими просто невероятными перспективами. Да, так сказать. Надеюсь, что все будет замечательно, и дальше он будет создавать такие же проекты. Но потом хотел еще обратить внимание, да, Владислав, значит, такой Новгородов, интересный парень из Намской улусной гимназии, и он делает 3D, значит, используя принтер, блоки для строительства домов. Да, так сказать, это тоже интересно, используя местный материал. Семиклассник меня потряс, Алеша Федоров из Верхоянии, да, Верхоянская СОЖ. Он создал 3D-модель бизона, да, и эта 3D-модель используется для того, чтобы исследовать как раз в метавселенном виде, таком формате, да, так сказать, то, что происходило в древние времена, да, так сказать. То есть это такие палеоботанические, палеозоологические и прочие исследования, которые говорят о том, как быстро происходили изменения экологии в древние времена. То есть это потрясающая работа, которая имеет, значит, такое, знаете, очень интересные перспективы для развития. Но потом хотел бы как раз обратить внимание, что вот одна школа, да, ИТЛ-24, последние годы показывает удивительные результаты. Это Нерюнгринский район. И вот это, например, там были лауреатами стали, да, так сказать, Марина Ткаченко. У нее удивительная работа, связанная с использованием нейросетей для того, чтобы получать обратную связь для улучшения тренировок спортсменов. Да, так сказать, Дмитрий Гуреев, тоже замечательная работа по защите персональных данных. Да, используется очень искусственный интеллект, машинное обучение на очень высоком уровне. Смансыр Никита, значит, ребенок, который создал практически такое научное исследование с очень интересной точки зрения в области истории. Это использование солдатских сленгов солдат Первой мировой войны. То есть это тоже удивительный такой аспект изучения предмета. Ну и хотел сказать про нашего замечательного Осипова Евгения, который тоже из этой школы. Да, он создал 3D-ферму, которая сейчас используется очень активно. Это фактически аддитивные технологии, которые нужны для того, чтобы создавать небольшие детали и прочее, которые очень нужны сейчас. Тоже СВО и прочее. Вот это фантастические вещи, которые делают наши ребята. Поэтому я бы хотел сказать, что проекты удивительные, потрясающие. Как сказал один Владислав Варов, значит, из Амги, да, так сказать, он постоянно у нас участвует, и он говорит, это невероятно, что есть так много интересных идей, оказывается, да, и действительно так, потому что сюда приехали ребята, они 10 и больше часов ехали, да, так сказать, ну, например, из Крисхальджаи, да, так сказать, из Жиганска, да, вот это потрясающие Тампонского улуса, и у нас очень много представителей северных арктических районов улусов. Как раз мы сделали такое очень хорошее соревнование между разными, значит, командами, да, так сказать. Ну и самые большие такие команды у нас получились, да, так сказать, которая первое место заняла, это Чурапчинская, представители Чурапчинского района, да, так сказать. Потом, значит, у нас Старый Усть-Алдан и Нерюнгринский район, да, так сказать, третье место заняли. Среди команд среднего уровня, да, так сказать, вот как раз Мирнинский район занял первое место, и что самое замечательное, Верхояние, да, так сказать, район Верхоянский, он заняли второе место, да, так сказать, ну и, соответственно, Жиганский район, третье место, тоже замечательно. Я очень хочу поздравить наших верхоянских коллег, да, так сказать, с такими замечательными успехами, и еще хочу отметить, что они отмечали 15-летие своей экспедиции, которые со школьниками проводят каждый год с помощью нашей академии.
Ну вот сейчас мы на кадрах видим, что очень, ну, прошли кадры, что очень много людей было, да, то есть Да. всего же работа множество, то есть, ну, Это как-то такой огромный праздник. 1800 школьников, Да. это дети, я так понимаю, ну, со среднего звена, да, начальных, по-моему, не было, да, со среднего до старшего звена. Совершенно верно. У нас и пятиклассники, да, и четвероклассники есть. Много детей, которые как раз наших исследователей юных, которые вот 9, 10 класс, 11 класс очень активно, да, кстати, это такой научный цех зимой, да, получается. Это такое очень в начале года большое флагманское мероприятие, которое Малая академия наук проводит уже много лет. Это наше такое, значит, самое основное мероприятие, которое позволяет нам в начале года найти вот таких одаренных детей, наших этих юных исследователей, которым мы рекомендуем для участия в федеральных конкурсах очень высокого уровня. То есть, получается, у них ступенька выше, да? Да, ступенька дальше выше, да, и это история, которая продолжается все время, да, так сказать, потому что каждый год они еще улучшают и прочее, потом поступает самый замечательный университет, наш Северо-Восточный федеральный университет, и создают удивительные вещи. Эти ребята сейчас вот наша гордость, да, так сказать. Сейчас вот есть ребята такие, Полторыхин, Кирилл, да, которые создают там радиолокационные системы, которые нужны для того, чтобы подавлять, например, различные дроны, которые могут быть очень хорошо используются сейчас. То есть такие вещи, которые уже наши дети прямо активно используются, все их разработки у нас в стране. Скажите, а что получают победители конференции? Да, победитель конференции — это у нас перечневая конференция, которая входит в специальный список Министерства просвещения Российской Федерации. Каждый ребенок у нас становится, который победитель и призер, входит в так называемый список ГИР. Да, это государственный информационный ресурс, то есть он входит в список одаренных детей России. То есть за ним забота, интересы и прочее, и потом гранты, хорошие повышенные стипендии, это повышает всякие шансы, их шансы для поступления в хорошие вузы. Все наши участники как раз поступают в университеты повышенного уровня и показывают удивительные результаты. Ну, прям заражаешься вашей энергетикой, есть желание отдать туда ребенка. Ну, мне повезло, он уже там. Несколько пожеланий нашим молодым телезрителям, кто только задумался о том, чтобы заняться наукой серьезно, несмотря на юный возраст. Наука — это удивительная дорога открытий, которая как раз можно сделать удивительную историю, и в этой истории вы самые главные, да, так сказать, от вас все зависит. Поэтому дерзайте, идите вперед, читайте много, общайтесь, и самое главное, работайте вместе со своими родителями и учителями. Василий Климович, да, большое вам спасибо за то, что вы сегодня посетили наш эфир, и желаем вам успехов, и особенно вашим детям. Да, спасибо огромное. Потому что все они все равно ваши дети, которые потом добиваются успеха и продвигают, в том числе и нашу республику. Огромное спасибо. Да, спасибо. Спасибо. В этот день, в 2004 году, свое первое плавание через Атлантический океан завершило крупнейшее в мире круизное судно Queen Mary 2. В 2010 году на Гаити произошло крупное землетрясение, которое началось в 16:53 по местному времени. С магнитудой, да, 7 баллов. Но на самом деле серьезное происшествие. В результате землетрясения столица Гаити Порт-Бренс пострадала больше всего, ведь эпицентр находился в 22 километрах от нее. Ну, в общем, есть печальные, есть радостные события, но главное, об этом вы узнаете прямо сейчас. На календаре 12 января. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры Российской Федерации. По народному календарю Анисин день. На Руси его также прозвали желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требухов, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания. Считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая, то зима будет суровая. А если желудок оказался пустым, холода продлятся долго. Этот день в истории. В 1820 году, 12 января, в Англии основано Королевское астрономическое общество. А в 1936 году в этот день основано добровольное спортивное общество «Локомотив». В 1950 году в Советском Союзе вновь введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж. А в Париже в 1998 году в этот день подписан протокол о запрете клонирования человека. В этот день родились
Шарль Перро, французский писатель, сказочник, поэт и критик. Иоганн Песталоцци, швейцарский педагог. Михаил Спиранский, российский государственный деятель, реформатор. Джек Лондон, американский писатель, автор приключенческой литературы. В этот день также увидели свет Игорь Курчатов, советский физик-академик, Сергей Королев, советский ученый, основоположник практической космонавтики. Раймонд Паулс, советский латвийский композитор, пианист, дирижер, политический деятель. Владимир Мулявин, советский белорусский музыкант, композитор. И Харуки Мураками, японский писатель и переводчик. Именины сегодня у Якова, Марии, Иосифа, Макара, Ирины, Льва и Давида. Ну а наш следующий сюжет-материал посвящен девушке, которая, возможно, будет участником этой рубрики. Ведь она, несмотря на свой юный возраст, занимается тяжелой атлетикой и при этом подает хорошие надежды. Она самая сильная в своей категории. И, как она сама отмечает, это лишь стартовые шаги в большой спорт. Да и, возможно, в будущем именно она станет героиней не только одного сюжета, но и целых новостных лент. Смотрим. Давай, давай, давай! Полина Федорова из Чернышевского – абсолютный лидер первенств Мирнинского района по пауэрлифтингу. Хрупкая 15-летняя девушка в приседе берет 120 килограммов, в 2 раза больше собственного веса. В прошлом году школьница выполнила норматив кандидата в мастера спорта, и это не предел. Сейчас моя цель – хорошо закончить учебу и выполнить норматив мастера спорта. Пример для Полины – ее отец. Николай Федоров – мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион Якутии, абсолютный чемпион Дальнего Востока и личный тренер девушки. Нету сделать какого-то мышечного монстра с дочерью. Задача стоит, чтобы она оставалась красавицей, с хорошей фигурой, но очень сильной. Возможно, даже самой сильной в мире. Прежде всего, основной дисциплина и режим. Будет дисциплина и режим, будет чемпион. Нет режима и дисциплины, чемпиона никогда не будет. Вот и все. Пауэрлифтинг не только укрепляет тело, но и закаляет характер, уверена Полина Федорова. Постоянные тренировки не мешают учиться на отлично. По итогам 2023 года девушка получила премию главы района в номинации «Социальная активность». Самое сложное – это настроить именно самого себя, это борьба с собой. Вот это самое сложное. Справиться со сложностями помогают родители. В семье Федоровых спорт и здоровый образ жизни на первом месте. Дочери периодически приходится входить в вес, скажем так, покушать она у нас любит. Вот, и мы следим, причем всей семьей, особенно мама. Нам нужно определенные купить витамины для костей, соответственно, чтобы не сыпались волосы. Мы мониторим ее здоровье. То есть она сдает у нас дорогие анализы раз в год. К успеху дочери родители относятся с особой гордостью и уважением. На собственном примере доказывают, усиленные занятия и воля приводят к победам. Сегодня Полина с подругой готовится к первенству России и чемпионату Якутии. Чтобы завоевать золото на турнирах и достичь заветной цели, занимаются 3 раза в неделю. Иванна Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире «Утро Якутии» на каналах «Якутия-24» и НВК «Саха». И у нас сейчас подошло время для нашего традиционного утреннего розыгрыша. Мы сегодня разыгрываем 2 пригласительных в кинотеатр «Центральный». Ну и, соответственно, условия, как всегда, простые. Вам нужно быть подписчиком нашего телеграм-канала «Утро Якутии» и дать самый быстрый, полный ответ на наш вопрос. Но вопрос сегодняшнего розыгрыша звучит таким образом. Кто принес младенцу Иисусу дары? Золото, ладан и смирну. Сейчас вопрос уже продублирован в нашем телеграм-канале «Утро Якутии», и все ответы мы принимаем там.
Ну, на самом деле, у нас сегодня вообще какой-то удивительный выпуск. Желаю, конечно, всем нашим телезрителям удачи в ответе на вопрос, но до сих пор под впечатлением такие сильные, красивые девушки, такие умные дети, которые пишут потрясающие работы, которые, более того, уже даже реализуют. То есть этот юный бизнесмен уже продал свою первую программу. А я по-прежнему вспоминаю, что чем я занималась в детстве. Но сегодня мы собрали такие вот игрушки всякие разные, да, в которыми увлекались. Тетрис и так далее. Да, вообще не верится, что сейчас дети настолько шагнули вперед и уже в своем юном возрасте знают, чего хотят. Тут ты чего хотел? Ну, в целом, когда был очень маленьким, когда ездил в детский сад, хотел стать водителем автобуса. То есть это такой вот ляс, да, то есть, ну, сарай. Сидишь красиво, смотришь, он в тепле сидит и ведет нас в туманное будущее. Это, видимо, именно с регионом связано. Ну, а я мечтала, ну, знаешь, одно время я мечтала стать ветеринаром. Мне, почему, к сожалению, из-за аллергии мамы не разрешали ни кошку, ни собаку. Я все это реализовала сейчас. У меня кошка, и собака, и рыбки. А тогда было нельзя. Я такая думаю, вот, я буду работать с животными, и у меня обязательно будет множество животных, таких хорошеньких, маленьких, пушистеньких. Кстати, переходим к новостям из мира животных. Так, канадец Джеймс Блэквуд уже более 10 лет ухаживает за огромным выводком енотов, которые в прямом смысле слова сидят на шее у своего кормильца. Но уж это совсем нелегкое, ведь за эти годы животные заметно прибавили в весе. Джеймс Блэквуд ведет канал на YouTube, где публикует видео ужинов с енотами и уже много лет пользуется определенной популярностью. Славу ему принесло видео «Окружен енотами», которое за неделю посмотрело 6 миллионов человек. В этот ужин канадец приготовил для енотов любимое угощение, и пушистые звери ели его, держали себя в руках, но знали, что с веранды, где проходила трапеза, никто не уходит без своей порции. По словам Джеймса, он начал подкармливать енотов, так как в провинции Новая Шотландия, где он живет, очень холодно, животным сложно находить пропитание, чтобы набрать достаточного веса для зимней спячки. Но этим енотам сильно повезло, что они вместе с таким прекрасным хозяином. Слушай, ну, мощно. Все Слушай, такие их хорошие, очень упитанные. много, да. Но и они такие хорошенькие. Ну, знаем, что еноты достаточно опасные животные, да, при этом. Но, тем не менее, на видео кажется, что такие плюшевые, сладкие, которые хочется обнимать, держать дома. Я бы не только рискнула. не вижу, он сосисками их кормит или что это такое? Да, похоже на сосиски. Ну, это, наверное, надо узнать подробнее у него, чем же он их подкармливает. Что они так активно участвуют в процессе. Ну, действительно, енотов подготовили к зиме, но я думаю, кто, интересно, любит холод? Думаю, многие, в том числе наши братья меньшие. Многие собаки любят снежную зиму и хорошо переносят это время года даже в суровом климате. Сибирский хаски, самоед или сенбернар – все это северные породы. В то же время есть хвостатые, которые не привыкли к холоду и с трудом переносят низкие температуры. Это лысые или почти бесшерстные собаки или породы родом из южных стран. Особенно чувствительны к холоду пожилые собаки и щенки. Так, давайте же узнаем, какие собаки ненавидят зимы и которых нужно обязательно держать в тепле. Грейхаунд. У изящного атлетичного грейхаунда есть секретная слабость – холод. Худое тело и тонкая шерсть почти не защищает борзую от низкой температуры. Грейхаунды предназначены для спорта и красоты, но не для снега. Уиппет. Грациозный уиппет – небольшой пес, такой же худой, как и грейхаунд. Эта порода появилась в викторианской Англии и, возможно, приспособилась к более холодным зимам, но это не значит, что они ему нравятся. Хоть уиппет и не жалуется, он действительно очень чувствителен к холоду. Если и гулять в мороз с этой борзой, то только в свитере. Такса. Таксы бывают короткошерстными, длинношерстными и жесткошерстными, но только первые испытывают особую неприязнь к зиме. Тонкое пальто короткошерстной таксы хорошо отталкивает грязь, но слабо защищает от мороза. В конце концов, это собаки с низкой посадкой. Они, как никто другой, ближе к земле, а значит и к снегу со льдом. Чихуахуа. В холодное время года эти собаки постоянно носят костюмы, комбинезоны и свитерочки. Это не погоня за модой, а необходимость, так как эти собаки пытаются согреться. Неудивительно, что зимой они даже любят греться на коленях хозяина, как кошки.
Бассет-хаунд. Не ожидали увидеть его в нашем списке? Бассет-хаунд происходит из Европы, где холодная температура всегда была в норме, и эта порода может спокойно пережить зиму, но есть два нюанса. Уши бассет-хаунда очень длинные и склонные к обморожению, так что после прогулки в мороз их необходимо тщательно просушивать. Французский бульдог. Мало того, что из-за короткой шерсти они чувствуют холод сильнее, чем другие собаки, французы не любят зиму еще и потому, что у них короткая морда и сплюснутый нос. Это явление называется брахицефалией. Большая нагрузка на дыхательную систему бульдога. Воздух, попадая в область носа, не успевает согреться и холодным поступает в легкие. Это может стать причиной простуды и переохлаждения собаки. Корги. Корги нравится загородная жизнь, леса, поля и водоемы, но лишь до прихода зимы. Густая шерсть защищает этих собак от мороза, но в глубоких сугробах они не могут двигаться быстро, а значит и замерзают быстрее. Если ваш корги очень любит прыгать по снегу, кувыркаться в нем и рыть норы, выбирайте маршруты уже с очищенными дорожками. Китайская хохлатая. Отличительная особенность китайской хохлатой – полное или почти полное отсутствие шерсти. Из-за этого даже в слегка прохладную погоду ее нужно тепло одевать, а уж зимой эта собака и вовсе предпочтет остаться дома. Йоркширский терьер. Йорк – маленькая собачка, но с яркой натурой и решительным характером. Кроме как для общения, его выводили, чтобы охотиться на грызунов. И получились они с уникальной структурой волоса, как у человека, а не собаки. Шерсть у йоркширского терьера мягкая и шелковистая, но не обеспечивает хорошей изоляции от холода. В морозную погоду ему просто необходим свитер или куртка. Немецкий дог. Величественный дог обладает внушительной внешностью и бдительным характером. В это время эта порода невероятно ласковая и нежная. Единственное, с чем им трудно мириться, так это с зимой. Благодаря худому телу и очень короткой шерсти немецкий дог быстро замерзает и удовольствия от прогулок на морозе не получает. Да, не приспособленные собачки для наших морозов, да? Ну, кстати, у нас все равно их заводят, и надо сказать, наши хозяева очень такие ответственные люди, потому что на самом деле очень ответственно подходят. Я вот смотрю, я часто гуляю с собакой, у меня собака шиперки, правда, она, несмотря на маленький размер, и, конечно, тоже нуждается, наверное, в шубке, но она мне хорошо переносит мороз, активно гуляет, прыгает и отказывается категорически носить обувку. А вот не носит обувь? Нет, он ее просто скидывает, мы несколько раз пытались, он так расставляет смешно лапки, на меня грустно смотрит и говорит: сними эту гадость. Ну, сними, я и так побегаю. Но на самом деле очень быстро бегает, поэтому нам повезло. А вот мою кошку, да, канадского сфинкса, его не то что в мороз, его, в принципе, и летом-то особо не вынесешь. Форточку не откроешь. Нет, форточку откроешь. Но мы зато знаем, на улице похолодало, кота нигде нет. Где кот? Ну, легко найти кота, он просто разваливается на батарее, притом не покрытой батареей. То есть наш радиатор, чугунный радиатор, он на нем растягивается и лежит. И нам всегда было очень интересно. Радиатор горячий, я прикоснуться не могу, а он лежит. Я думаю, как интересно, он не получает ожогов. Но он прекрасно себя чувствует. Тоже мы его не одеваем, потому что вот он так перемещается. От батареи под одеяло. Из-под одеяла к батарее. Вот так у нас кот живет зимой. Здорово. Но вернемся к новостям. Да, между тем, детеныши краснокнижной панды Динь-Динь-малышка Катюша из московского зоопарка, приняв грозный вид, решила поохотиться на оператора. На кадрах, опубликованных в среду, Катюша резко подскакивает и прыгает в сторону камеры. «Сейчас я вас всех напугаю!» прокомментировала в телеграм-канале поведение малышки генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. 3 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дочку краснокнижной панды Жуи и Динь-Динь назвали Катюшей. В голосовании на городском портале мост.ру приняли участие более 380 тысяч человек. Глава города уточнил, что из 10 предложенных имен лидировали 3 – Катюша, Маша и Момо. От первого слова слово «Москва». Большинство голосов победило имя Катюши. Его выбрало более 112 тысяч человек. Первый в России детеныш большой панды появился на свет 24 августа 2023 года. 24 сентября врачи зоопарка определили пол медвежонка. Это оказалась девочка. Родителей новорожденной панд Жуи и Динь-Динь привезли в Москву в 2019 году специальным рейсом из Пекина. На церемонии открытия павильона фауны Китая присутствовали президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь. В дикой природе панды водятся исключительно в Китае и признаны национальным достоянием Поднебесной. На территорию других государств большие панды передаются по договору аренды.
Московский зоопарк Жуи и Диндин были переданы в рамках соглашения о сотрудничестве в научной программе по сохранению и размножению редкого вида животных. Ну, вообще, выбора имен для животных — это такая отдельная история, да, потому что получается, что вот у нас, например, ну, с собаками, кошками все просто, да, если это породистое животное, там присваивают литер, да, то есть А, Б, там, целому потомству, и ты называешь на эту букву. А вот так вот, если абстрактно выбирать, мне кажется, всегда очень сложно сделать какой-то выбор, потому что кричать определенное имя, допустим, собаки на улице бывает... Если я не ошибаюсь, по-моему, допустим, породистые собаки обязательно должен быть какой-то определенный. Да, да, вот у меня, например, была буква Б, и вот он бенефис. Бенефис. Да, но это как-то попроще. А вот кот — это вообще потрясающе. Это была буква А. Мы устроили, кстати, тоже голосование в соцсетях, ВКонтакте тогда устроили голосование. Как же назвать на А? Ну, так как мы юридической профессии, его сразу назвали адвокат хотели. Адвокат. Да, ну, чтобы далеко не ходить, видимо, фантазия. Это вот сфинкс, да, который? Да, это было самое популярное имя, но мы решили, что мы хотим что-то такое прекрасное, и в итоге у нас кот. Попробуй предположить. Даже слов нет. Вот я о том же. Аврелий Августин, в честь святого. Ничего себе. Ну, а в декабре прошлого года социальные сети заполонила невероятная новогодняя история. Рыжая лисица стала неожиданной гостьей местной жительницы. Любопытное животное с ошейником стало бесстрашно скрестись в окошко и просить еду. В течение месяца ее подкармливали, однако ей стала угрожать опасность. Переживая за животное, семья обратилась в мини-зоопарк «Зоополис». Как сейчас обстоят дела у лисицы и какие еще животные обитают в зоопарке, расскажет Даяна Федорова. Рыжей лисице около 2 лет. Из-за того, что она сейчас сильно напугана и кусается, точный возраст определить сложно. Когда в мессенджерах впервые появилась информация о ней, хозяева дали о себе знать, однако по сей день так и не предприняли никаких действий. Вероятно, это обусловлено тем, что Верховный суд Российской Федерации запретил заводить представителей животного мира в качестве домашних питомцев в соответствии со статьей 26 Федерального закона о животном мире. Сейчас лиса находится на карантине и ждет своих хозяев. Помимо нее в зоопарке живут еще 3 лисы. За моей спиной находятся лисы Афина и Лися. Афине около 2 лет, а Лися чуть младше нее. Карантин будет длиться порядка 2 недель. В зоопарке лиса освоилась и даже уже кусается, охраняя свое личное пространство. После карантина сотрудники зоопарка хотят поместить ее в один вольер вместе с Афиной и Лисей. Для выявления всех болезней должен пройти инкубационный период, чаще всего это 2 недели. Она будет у нас здесь находиться, пока либо не объявится хозяин, либо она остается у нас здесь навсегда жить. В зоопарке живут порядка 100 представителей животного мира, в том числе вороны, выпьи, коршуны. Их принесли неравнодушные горожане, которые нашли их случайно. У них были сломаны крылья, однако после продолжительного курса лечения их здоровью ничего не угрожает. Специалисты отметили, что они плохо летают, поэтому в дикую природу коршуны уже не попадут. В природу они уже не попадут в силу того, что они там не выживут из-за состояния физического, то есть они не смогут. Маленькому у нас примерно где-то полгодика и взрослому где-то 2 года. То есть взрослого зовут Саурон, а второму имени мы пока что не придумали, мы думаем над этим. Зоополис принимает и выхаживает питомцев, попавших в беду, и нередко становится для них домом. В основном же животных для контактного зоопарка заказывают из разных зоопарков и питомников. В истории лисицы надо надеяться на счастливый финал. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Ну, вообще, пятница — это особенный день, потому что начинаешь строить планы на выходные. Есть уже какие-то планы, куда в этот раз пойдешь проверять, опробован на себе с детьми? Нет, ну, кстати, без детей, но испытана на себе будет съемка. В субботу мы планируем, ну, пока в планах, взять 3 разных типа одежды. Это городской, охотничий, ну, такой, который вот, вот из новейших материалов сделаны,
и традиционный северный костюм, то есть полностью меховой. И вот будем ходить по городу Якутску. Если вы нас увидите, друзья, можете подойти к нам. Мы, может быть, даже с вами поговорим про то, как вы одеваетесь. Заснимем вас на тепловизор. В общем, посмотрим, где ваша одежда пропускает тепло. Ну, я думаю, будет достаточно интересно. Нет, в общем, это очень интересно, да, я согласна. Хотя я бы на такое, конечно, не решилась. Но я с удовольствием посмотрю потом сюжет. Да-да-да, опять буду весь день на холоде. Ну, что делать? Вот судьба у тебя такая. Зато очень мужественно проверять одежду на себе. Может быть, я наконец-то начну одеваться теплее, потому что я одеваюсь обычно очень легко, не по погоде, ну и стараюсь по городу не передвигаться пешком. Ну, а у тебя какие планы на выходные? Ну, на самом деле, план на выходные у меня тоже очень интересный. Завтра состоится бал прессы, где торжественно я в составе новой группы, это «Латинский квартал», шоу-группа танцевального, так скажем, танцевального спорта, бальных спортивных танцах. Вот, мы будем исполнять новогоднюю постановку, которую телезрители, может быть, уже видели в новогодней нашей выпуске, да. Вот, ну, надеюсь, что все пройдет хорошо, будет все сказочно, красиво, и опять зарядимся такой позитивной энергией. Желаем успехов. Ну, а, друзья, я думаю, что многие из вас также собираются посетить, например, кинотеатр, и специально для вас мы подготовили рубрику «Киноафишу», где каждый из вас сможет узнать, какие премьеры будут показывать в эти выходные. Представляем к вашему вниманию репертуар кинотеатра «Центральный» на эти выходные и на предстоящую неделю. Мама надеялась, что нас защитит Бог. Папа верил в рестлинг. В прокат выходит драма Шона Дуркина «Стальная хватка», основанная на истории 7 рестлеров из Техаса, прославившихся в 80-е годы. Конечно, «Стальная хватка» в первую очередь рассказывает не о рестлинге, а о патриархате, гибельном даже для мужчин, которым он вроде бы предоставляет все возможные привилегии, и об искусственных стандартах маскулинности. Спорт одновременно насильственный и нарочито показной, но требующий настоящих вложений сил и энергии, служит идеальной метафорой этих стандартов. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы. Но они не гладиаторы в Древнем Риме, а дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих 4 сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет. Я же велел следить за ним! Мне просто нравится быть с вами, парни. Это единственное, что для меня важно. 12 января кинотеатр начнет показывать драму-комедию «Задира». По сюжету, после смерти матери находчивая 12-летняя девочка Джорджи продолжает жить одна в своей квартире на окраине Лондона. Она зарабатывает деньги, воруя велосипеды со своей подругой Али, и держит социальных работников подальше от себя, притворяясь, что живет с дядей. Внезапно на пороге появляется ее отец Джейсон, с которым девочка никогда не была знакома, едва помнит в лицо. Вместе им предстоит нелегкое воссоединение, полное разочарование и надежды на будущее. Я не думала, что ты мне нужен. Я не прошу заменить мне маму. Но мне нужен хоть кто-то. Для семейных вылазок «Центральный» продолжает показывать фильм «Бременские музыканты». Согласно данным ЕАИС, на 9 января кассовые сборы музыкальной сказки составили чуть больше 2 миллиардов рублей. Фильм «Бременские музыканты» снял по мотивам одноименного советского мультфильма режиссер Алексей Нужный. В нем сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев и другие. Мы разбойники, разбойники, разбойники. Бимба! Следующим фильмом для семейного просмотра предлагается анимационная кинокартина «Аквамен». Правитель 7 морей и супергерой вселенной борется за мир между подводным царством атлантов и человечеством. Сын царицы подводного мира и обычного человека Артур Карри бросает вызов незаконному правителю Атлантиды. Получеловек-полуатлант встает на защиту людей, пытаясь объединить два мира и заодно выяснить, достоин ли он быть царем. Я король Атлантиды. 500 миллиарда человек.
со всех концов океана. Зовут это место домом. Но это не значит, что я всем нравлюсь. Я должен убить Аквамена. Я разрушу все, что ему дорого. Уничтожу его семью и сожгу его королевство дотла. Также кинотеатр продолжает показывать якутскую киноленту «Зина и Леха 2». Новые увлекательные приключения героев происходят в деревне в процессе сватовства. Зрители увидят, каким неожиданным событием приведет встреча с деспотичным отцом невесты и с какими испытаниями предстоит столкнуться влюбленным. Продюсер кинокомедии Алексей Михайлов поклонников фильма просит продолжить новогодние праздники и сходить на эту незабываемую комедию. Ну что, мы узнали, какие примеры нас ждут в эти выходные. Сейчас давайте узнаем, кто же у нас победил в нашем розыгрыше. Вопрос был таким: кто принес младенцу Иисусу дары: золото, ладан и смирну? У нас было много правильных ответов, но самый полный ответ не только кто принес, а их имена, кем они были и что означает каждый дар, у нас, соответственно, написала одна из наших участниц. Ее зовут Екатерина Павлова. Екатерина, поздравляем! У вас теперь есть замечательные планы сходить в кино. Да. Ну а по восточному календарю 2024 год – это год дракона, а по якутским поверьям – год богини Аисыт, покровительницы материнства и семьи. Житель села Хадан Сунтарского района у себя во дворе создал удивительную скульптуру из снега, которому дивятся не только земляки, но и гости из других сел и городов Якутии. Со снежным мастером встретились наши коллеги. Иннокентий Иванов создает снежные скульптуры и радует родных каждый год. С наступлением зимы земляки уже ждут и гадают, что же сотворит мастер на этот раз. В этом году у себя во дворе народный умелец слепил фигуру Аигыт. И дети, и родные уже настаивают, а все гости спрашивают, что же будет на сей раз. У Далбар хотун стрела в руке означает дух мальчика, а ножницы – девочки. Иннокентий создает снежные скульптуры уже порядка 3 десятков лет. Вначале лепил знаки года для детского сада, затем фигуры начали появляться возле дома. Правда, прошлый год единственный раз из-за состояния здоровья пропустил. 5 лет назад мужчина повредил руку во время работы на станке. Все время столярничал и потерял бдительность. Лишился руки, другая рука еще ранее тоже была травмирована. Но я знаю, что мастерят люди даже без обеих рук. Поэтому что умею, как могу, делаю. Главное для человека желание и поддержка близких. Замечательная работа. Каждый год восхищаемся, фотографируемся. Желаем ему еще новых творений. Земляки и приезжие гости охотно фотографируются рядом со скульптурой. Некоторые даже верят, что если прикоснуться к богине Аигыт, те, кто хочет пополнения в семействе, это желание обязательно сбудется. Ведь она покровительница наступившего года. Туяра Филиппова, Тускулана Горохова-Кабельянова, Ярослав Филиппов, Сунтар. Далее блок новостей. На автозимнике Якутск-Нижний Бестях через реку Лену с 15 января повысят грузоподъемность и разрешат проезд машин массой до 20 тонн. В настоящее время, исходя из фактического состояния толщины льда, установлена грузоподъемность проезда автомобилей полной массой до 4 тонн. Для обеспечения безопасности движения и сохранности ледовых переправ Управление дорог Вилюй настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. В Хангаласском районе идет спад основных показателей ДТП. Так, за прошлый год зарегистрировано 62 ДТП, что аналогично 2022 году. Однако количество раненых в результате этих происшествий ниже на 40%, чем в прошлом году. В состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано в 3 раза меньше ДТП. В 2022 году в результате ДТП погибли 2 человека, а в 2023 году – 3. Подразделения ГИБДД несут службу в штатном режиме. Сейчас в связи с сильным похолоданием и густым туманом водителям рекомендуют ехать осторожно и внимательно. Регулярные профилактические работы широко проводятся по всем направлениям. На территории района сохраняются 50-градусные морозы. Местами сильный, густой, непроницаемый туман
в утреннее и особенно вечернее время. Просьба всем участникам дорожного движения выбирать предельно допустимую максимальную разумную скорость движения. Выбирать безопасную скорость до впереди едущего автомобиля. Также не забываем пристегивать ремнями безопасности себя и своих пассажиров. Также, если в салоне автомобиля имеются малолетние пассажиры, обязательно использование детского удерживающего устройства. Якутяне смогут обучиться сметному делу в строительной сфере. Курс профессиональной переподготовки стартует с 15 января. Обучение будет направлено на изучение основ формирования цен в сфере строительства и правил работы со сметно-нормативными базами на федеральном и территориальном уровнях. Отмечается, что логика построения программы позволяет лекторам раскрыть все проблемные вопросы положений законодательства. Слушатели курса получат углубленные теоретические знания и практические рекомендации. Продолжительность обучения составит 1,5 месяца, формат очный. Отборочные этапы молодежного фестиваля «Мусустар» стартовали в республике. Первым их провел Кобяйский район. В новогодние выходные местная молодежь собралась в селе Мостах, где провели районный фестиваль «Тюмер-Кюнь». Как сообщили организаторы, молодежные команды состязались в спортивных соревнованиях, творческом конкурсе, презентовали и защищали свои проекты. Подвели итоги работы за прошлый год. Лучшими стали команды Арыктахского, 2-го Лючегинского наслега и Нижелинского наслега. Они отправятся в Якутск на фестиваль. Отмечается, что в этом году количество треков вновь увеличено. Планируется провести конкурсы по 13 трекам, в числе которых «Моя семья», «Моя Россия», «Добровольчество», «Воплощай, вдохновляй», «Вперед к победам», «Цифровая наука победы» и другие. В прошлом году в Якутии побывало рекордное количество туристов, тем самым побив рекорд по посещаемости. На развитие туризма было выделено порядка 240 миллионов рублей из федерального бюджета. Для популяризации данной отрасли силами Министерства предпринимательства, торговли и туризма совместно с Агентством развития туризма было проведено 60 мероприятий. 15 федеральных телеканалов сняли свои сюжеты про республику. Обладателями грантов для приобретения туристического снаряжения стало 57 предпринимательских инициатив, получив поддержку на общую сумму 67 миллионов рублей. В этом году у нас какие планы? Этот год детства. У нас как раз будут состояться международные игры «Дети Азии», поэтому у нас основной упор будет на развитие инфраструктуры для детского туризма, для детского молодежного туризма. Как раз сейчас основная работа проводится по созданию экскурсионных маршрутов, по подготовке ресторанов, гостиниц для участников «Дети Азии». Эти игры будут у нас проводиться и во время национального праздника СЭХ. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня! Ну а мы, в свою очередь, желаем вам хороших выходных, отличного настроения. Начинайте каждое утро вместе с нами. Да, и напомню, что эту неделю с вами были мы, Вероника Тамтосова, Руслан Ачиров. И желаем вам всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, увидимся уже на следующей неделе. Время вы знаете. И, конечно же, телеканал Ждем вас на том же месте. Да, и НВК Саха. До новых встреч в эфире, дорогие друзья. Ну и по традиции мы закончим наш эфир музыкальным клипом. Ты говоришь мне о любви, но разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою, пройдет как ливень, как метель, все заслонит вокруг собою. Может, ты на свете
лучше всех. Только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. И, может быть, я вдруг сама взгляну в глаза твои иначе, и станут вещими слова, что ничего сейчас не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь.